Звучат гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан. Добрый вечер, уважаемые зрители и болельщики. Рад вас приветствовать на очередных трансляциях Башкирской хоккейной лиги, которая открывает свои объятия для болельщиков и, конечно же, участников. 21:30 уфимское время состоится игра между акционерным обществом «Транснефть Урал» и хоккейным клубом Башкирской генерирующей компании. Конечно же, все, кто смогли прийти поболеть за любимые команды, находятся именно в Уфа-арене, так что малое. Ну а для тех, кто не смог присутствовать на игре, Башкирская хоккейная лига транслирует на своем YouTube-канале всю красоту и зрелищность своих матчей. Башкирская генерирующая компания от нас находится по левую руку территориально, только вот не сейчас, а с ракурса, который показывает нам оператор. Да, в данный момент они в форме светлые, Транснефть Урал по правую руку в зеленой форме. Неплохую атаку провели БГК, и мы с вами переносимся на точку вбрасывания.
Уважаемые зрители, прослушайте состав участников. Транснефть Урал на правах хозяев. Вратари Ильдар Султанов номер 22, Евгений Брындин 60, полевые игроки Антон Пономарев 5, Альберт Шатунов 7, Айрат Фахридинов 11, Сергей Лебедев номер 17, 19 номер Прохоров Роман, 21 Тимур Тагиров, 29 Александр Елизарьев. Герасимов Эдуард играет под номером 48, Тимур Нуркаев 87 и Ушат Галиуллин номер 89. Это вся заявка Транснефти Урал, то есть фактически в две пятерки играет коллектив. Башкирская генерирующая компания, Транснефть в атаке, и здесь бросок. Угол довольно интересный, да, был, не сказать, что острый, наверное, больше в плане геометрии был этот угол тупой. Вот, но, тем не менее, вратарь команды Дмитрий Подгайный, тот, что из состава БГК. Давайте представим сразу их. Подгайного представили. 88 номер у него. Полевые игроки Денис Хасимудинов 6, Эдуард Хабиров номер 7, Николай Казаков 9, Андрей Жуланов номер 16, Рустам Усманов 18, Тихенько Олег номер 20, Александр Каров 27, Сергей Вербин 42, под номером 75 у БГК играет Ильдар Мухаммед Гареев, 86 Марат Азнаев. И у нас БГК фактически играет 1, 2, 3, 4, 5. А вот две пятерки играет также БГК. Единственное, что в плане вратарей здесь только Дмитрий Подгайный. А вот у его оппонентов два вратаря заявлены, как мы говорили, Султанов и Брындин. Сыграли 2,5 минуты, если быть точнее, в районе 2 что-то, но пока ничего такого особого не запомнилось, да, дорогие друзья. Единственное, что вот атака БГК была очень ловка и хитра, а в свою очередь Транснефть лишь смогли одним броском отличиться. По турнирной таблице у нас следующая ситуация. Транснефть идет на втором месте, на третьем месте БГК. То есть команды из верхних строчек турнирной таблицы. БХЛ сейчас наблюдаем мы с вами именно такой матч и классный бросок в исполнении Усманова. Разыграли с Хасимудиновым. Здесь отлично эти коллеги. Но пока вот недостаточно этого, да, как мы видим, для того, чтобы заставить игровой снаряд пересечь линию ворот Евгения Брындина. Вбрасывание в зоне Транснефти. Вдоль бортика Елизарьев подальше от себя, во-первых, относит угрозу, да, атаку. Ну и коллеги на всех парах здесь уже помчались форсировать оборону. Фахридинов бросить не дают. Плотно взяли под опеку сразу два игрока из БГК. Транснефть. Ну, интересно, да, Елизарьев не стал сейчас дальше передавать шайбу на партнеров, чтобы ее сохранить. Оставил все-таки во владении своей команды, но при этом пришлось синюю линию пересечь. Как-то и вынуждены на этом не очень хорошей для себя ноте. Команда Транснефть дальше развивать из глубины своей обороны атаку, но, впрочем, здесь уже поменялась ситуация, пока я говорил. Азнаев от БГК в зоне своего соперника. Едва ли Хисамудинов сейчас не перехватил игровой снаряд. Ну а мы давайте вернемся к турнирной таблице. Транснефть место второе, БГК третье, я уже это говорил. Да, у Транснефти 11 игр, у БГК 12. Разница забитых и пропущенных шайб 83 против 14 у Транснефти, у БГК 33 против 40. Практически в 2,5 раза больше забивает Транснефть. Ну, соответственно, по пропущенным шайбам примерно ситуация похожа. 14 у Транснефти, 40 у БГК. То есть где-то в 3 раза больше пропускает БГК. Ну, интересная статистика у нас. Дело в том, что в плане зачетных заветных очков у генерирующей компании 15, у Транснефти 31. То есть также по этому показателю в 2 раза статистика сегодня.
больше на стороне Транснефти. Не скажешь сразу по ходу игры, что это действительно так. Смотрите, как все-таки остро атакуют у нас генерирующие компании. Хисамудинов практически в зоне краски сейчас находился. Каких-то считанных десятков сантиметров от Евгения Брыздина, голкипера Транснефти. И одна из первых атак, которая едва-едва не принесла этой команде взятие ворот. Статистика, мы сказали, на стороне Транснефти, но вот по игре пока здесь что-то такого явного, да, сказать, что либо БГК, либо Транснефть на голову выше мы однозначно не можем. Сыграли почти половину периода. Классная скидка сейчас Усманов делает под себя на партнера. Ну и как же здесь Казаков. Николай в хорошей позиции находился. Бросить полноценно не дали, конечно, да, но момент классный. Буквально предыдущую атаку тоже мы наблюдали что-то подобное. И, наверное, можем говорить о том, что в теории, возможно, БГК, учитывая, что по статистике Транснефть все-таки идет поувереннее в БХЛ, в теории могли сделать ставку на какие-то несколько быстрых голов, да, оформленных шайб, которые, ну, в теории, опять же, слегка могут дезориентировать Транснефть, а БГК позволить каким-то образом закрепиться в этом матче. Но если даже это и так было запланировано генерирующей компанией, то пока это не работает. К слову, Транснефть — это тоже одна из тех команд, которые любят уже в первом периоде как-то создать себе комфортное преимущество. Ну и аналогично сказать, что все получается у этого коллектива, на данный момент не представляется возможным. Шатунов вдоль борта. Там дальше партнеры пробрасывают. Здесь как тут уже Прохоров. Роман словно по рельсам вкатывается владение БГК, а последние вынуждены отбрасываться. 2 в 1. Хисамудинов может и умеет. Бросок на месте Бренди. Лебедев попытался зайти справа, и смотрите, сколько, вот 3 человека сразу на себя здесь забрал Лебедев, акцентировал свое внимание на себе, и тут же фактически позиционная оборона у БГК, можно сказать, что, позвольте так выразиться, рассыпалась, да? Ну и отчасти эти действия привели к тому, что и игровой снаряд перешел в владение БГК. И здесь не так все однозначно, конечно. Не можем сказать, что что-то плохо было в этой ситуации. Рассматривать это как ошибку. И пока мы видим фактически одни плюсы. Прохоров в средней зоне ошибается, но убежать контратаку не получится. У Усмана на месте защиты у Транснефти. В сольный проход пошел Прохоров. Бросок из-под защитника. Подгайный отражает. Хабиров вдоль борта. Но если он планировал делать передачу на партнера, то результат не оправдал его надежд. Какое-то акробатическое движение уже демонстрирует нам здесь. По-моему, Елизарьев, да, это было. Не разглядел. Я видел, что двойка, то ли 21-й, то ли 29-й. Дело в том, что Тагиров по 21 номерам, по 29-м Елизарьев. Да, повтор момента. Она показывает Тагиров, это Азат. Как ловко-то, да. Понял, что теряет равновесие, но тут же сгруппировался и оперативно поднялся.
продолжил. Фактически атака Хисамудинов. Бросок. Не точно. Каров. Герасимов. Шатунов. Ну вот возит игровой снаряд в своей зоне Транснефть, и все-таки приводит это к тому, что едва-едва здесь не потеряли шайбу. Да и, казалось бы, вот потеряет ее снова. Да, все верно, БГК берет ее под свой контроль. Хисамудинов, это опасно, направо, на Пихенько. Возле лицевого борта уже разворачивает события Хисамудинов. Можно бросать перевод на партнера, но Жуланов. Андрей не совсем, да, был готов к этой передаче, давайте скажем так. А у нас остановка, связана она с положением вне игры. Хотел вот вам здесь один статистический показатель привести в пример. Только, наверное, в перерыве. Подготовлюсь я к нему. Ну да ладно, давайте без подготовки. 263 подписчика на ютубе в Башкирской хоккейной лиге. И хотел здесь немножко, поддержать, да, лигу, конечно же, дорогие друзья. Если вдруг кто смотрит трансляцию, еще не подписан, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал БХЛ. Как минимум, да, не пропустите трансляции. Вот, возможно, какие-то материалы дополнительные будут там выкладывать лига. И все это по каждому этому поводу будет приходить уведомления. Ну и в целом поддержать лигу, я думаю, будет организаторам приятнее, что все-таки с каждым очередным своим игровым уикендом подписчиков становится все больше и больше. Но помимо этого, хотелось бы мне сравнить, сколько в телеграм-канале у Башкирской хоккейной лиги подписчиков. Но вот прямо сейчас это сделать по объективным причинам не могу. Но также призываю вас, дорогие друзья, подписывайтесь. Там помимо трансляции также есть интересные материалы, фотографии и прочая информация о пройденных играх, о которых мы поговорим во втором периоде. Ну и также очень много всего интересного. Подписывайтесь. Каров за воротами. Минута 20 остается, и по крайней мере, мое удивление, в этом матче у нас счет еще пока не открыт. Под Гайной после броска Романа Труханова шайбу надежно фиксирует. Наверное, подчеркивает это то, что все-таки команды с верхних строк турнирной таблицы здесь явного какого-то преимущества, я предполагаю. Ну, делаю свой прогноз, да, такой объективный. Думаю, что мы не увидим. То есть двухзначных цифр в счете с вероятностью 99,9% не будет. И первый период там подтверждение коллектива просто так. Они пришли сюда прохлаждаться, ну и в целом, как и все остальные команды, да. Просто так хотелось подчеркнуть этот момент, что игра у нас будет интересная. Герасимов до шайбы не дотянулся. Хабиров. Немножко отдохнем. Первый период окончен. Вернемся через минутку.
Начинаем второй период, дорогие друзья, в рамках Башкирской хоккейной лиги. На льду Транснефть Урал и башкирская генерирующая компания. Первое удаление у нас. Давайте посмотрим на повторе, как это было. Прохорова вдвоем положили на лед. И вот самым главным виновником этого торжества стал Денисский Самудинов. Один из главных бомбардиров в команде БГК сейчас отправился отбывать свой малый штраф и оставляет вот в такой ситуации, когда счет матча у нас еще не открытый, 0-0. Каждая шайба на вес золота оставляет Хисамудинов четвером своих коллег против мастеровитой пятерки команды Транснефть Урал. В перерыве, конечно же, говорили мы с вами о телеграм-канале и YouTube-канале, да, так вот, на удивление, 263 подписчика на YouTube-канале у БХЛ, а вот в Телеграме как раз-таки 623 их, да, но какая-то магия цифр все равно присутствует, просто шестерку переставили вперед перед двойкой, а все остальное примерно так же. Но делаю я для себя вывод, что, наверное, формат Телеграма в плане подписок и познавательной информации заходит больше аудитории БХЛ, нежели YouTube-канал. Ну и объективно, наверное, это потому что... Ой-ой-ой, ну здесь сдвинули ворота, явно нужно останавливать эту игру. Потревожили владение Подгайнова. Да, наверное, про Телеграм в целом объективно, потому что помимо все-таки трансляций, информация о трансляции, здесь также есть еще разные интересные вещи. Видеоролики, фотографии, как я уже говорил ранее, обзоры предыдущих игр. Кстати, давайте прямо вот эксперимент, да, по поводу проведенных игр расскажу вам, дорогие друзья, из телеграм-канала БХЛ. Транснефть Урал и БГК. Оба РТС и БГК сыграли со счетом 1-4. Это было у нас на прошлой неделе. В команде БГК отличились Денис Хисамудинов дублем, Рустам Усманов одна шайба и одна шайба на счету Сергея Вербина. Удобно, сразу фотографии здесь. В принципе, очень интересно. 24 февраля сыграли уралец и Транснефть Урал. Со счетом 3-8 прошла встреча в пользу Транснефти. Заброшенными шайбами отметились хат-триком Тимур Тагиров, Айрат Фахридинов дубль, Мирустай одна шайба, Прохоров одна и Герасимов одна шайба. Смотрите, как удобно, да, получается. А я тут смотрю и готовлюсь иногда к матчам. А здесь, оказывается, достаточно телеграм-канал открыть и вся информация не веду. Так классно. Подгайный. Крупным планом на ваших экранах. В чатике у нас Станислав Коркин топит за Транснефть. Вперед он пишет. И смайлик большой, накачанный битсухи. Бросок Штанова. Заждались шайбы, давайте признаемся честно. И ваш комментатор также ожидает первого взятия ворот. Вот знаете, интересно еще, да, такой показатель, как все равно же статистика ведется, и может быть самый результативный матч, да, подвести итоги в конце сезона. Естественно, самый быстрый гол в периоде, самый быстрый гол в игре. Ну и вот тот матч, в котором по итогам сезона может быть максимальное количество времени счет держался 0-0. Чем не статистика? Тоже интересно. Транснефть Урал надо забивать, считает Станислав Коркин, пишет он это в нашем чатике. Поддержите чатик и вы, дорогие друзья. Может быть, любимую кричалочку или какие-то именные поздравления, да, как раньше было на дискотеках. Заказываешь музыку,
Подходишь диджею, 50 или 100 рублей. Тут же ставится музыка. Можно в таком формате попробовать поработать, но не в рамках Лиги БХЛ, к сожалению. А так-то классно бы получилось, да, заказываешь композицию. Вот как мы с вами начали второй период под легендарную песню под названием «Седая ночь» в исполнении Юрия Шатунова. Можно было попробовать такой формат. У нас и Шатунов есть, только не Юрий, а Альберт в составе Транснефти под номером 7. Собственно, он сейчас из шайбы наносил бросок как к месту, да? Так, Марина Адеева пишет нам в чат, что поздравляем мы Станислава Коркина с прошедшей свадьбой и днем рождения. Конечно же, мы со всеми зрителями присоединяемся к этим поздравлениям. Марина, спасибо, что подсказали нам. Станиславу и семье всего самого хорошего, здоровья, самое главное, крепкой семьи, день рождения, свадьба, сколько событий-то, да, в жизни одновременно происходит. Ну, день рождения, если раз в году, то, наверное, все-таки свадьбы пореже, да, бывает, а у кого-то и один раз в жизни. Вот, ну, если в таком формате разговаривать, то Станиславу мы желаем, чтобы один раз и навсегда, Станислав. Исамудинов. Перехват от Транснефти. Тут же БГК. Бравый снаряд берет под контроль. По диагонали, то здесь. Рубин. Покидает шайбу у нас лед. Арены малый, но тут же оперативно ее доставляют обратно. Так, дорогие друзья, кто вот в прошлый раз мы разговаривали на тему атрибутики, да, БХЛ. Может быть, чатики кто-то признается все-таки. Ну, честно, давайте, прикупил кто-нибудь атрибутики? Может, подарили кому-то организаторы? Как вообще там дела обстоят? С качеством? И т.д. и т.п. Я-то знаю. Хотелось бы услышать ваше мнение. А если вдруг кто-то этого еще не сделал, на сайте bhlsport.ru есть раздел «Магазин», там можно оставить заявочку. Хисамудинов у нас в зоне Транснефти. Ну, комфортно чувствует себя Денис, да, в зоне соперника. И причем неважно, кто это, Транснефть или еще кто-либо. Очень активный игрок в своей команде, как мы говорили. Один из топовых. Кто там самый главный, а кто второй, кто третий, наверное, обсуждать не будем. Ну, топовый игрок в своей команде. Вот. И с каждой игрой, конечно же, что очень важно, стабильно он это демонстрирует. Так вот, про атрибутику можно заказать на сайте bhlsport.ru. Ну, вот, не понял, я знаю, его положили на лед, как бы, да, но у нас арбитры все-таки там, да, на льду. Остановки не было. Руку не подняли, свисток не раздали. Транснефть в атаке, может быть, это первая шайба? Нет. Браво. Эдуард Хабиров, ну, лег под шайбу, не позволил завершиться передачи. Там очень опасно накатывался, да, нападающий Транснефти. Неизвестно, чем бы эта ситуация закончилась. Помимо сайта, атрибутику БХЛ также можно приобрести в отеле Шератон Плаза по адресу Цурюпы, дом 7, дорогие друзья.
Фахридинов. Какое оставление. На партнера классное. Ну как же так? Находился там Тагиров. И не прочитали, да, эту передачу от партнера игроки Транснефти. Досадный момент упущен. Азнаев. Перехват от Белок. Будет бросать. И тоже в подобном формате ложится ценою, ну, фактически своего здоровья. Да, сейчас получается. Александр Елизарьев тут же поехал на сменку. Вот, придерживался за руку. Но после попадания шайбы все это дело, конечно, довольно-таки опасно. Но, еще раз повторюсь, Александр подтверждает нам, да, легендарное выражение: в хоккей играют настоящие мужчины. И сейчас ложится под шайбу. Тем самым сорвал атаку БГК. Есть возможность убежать в контратаку Транснефти. Но как же так? Положение вне игры сейчас негодует Сергей Лебедев. Конечно же, его обращение к Роману Прохорову. Ну, почему не разобрали сходу? Хорошую скорость набрал игрок команды Транснефть. Уже на всех парах ехал форсировать оборону. И самого Дмитрия Подгайнова, вратаря БГК. Ну, в районе синей линии не разобрались досадно. Кто все-таки первый куда должен закатиться. — 26-я минута этой встречи и ни одного взятия ворот. Это что-то интересное, это что-то новое, дорогие друзья, в рамках башкирской хоккейной лиги. Даже Брындин по футбольному в стиле пантеры бросается на шайбу и не позволяет пробраться и поближе к сторожу своих ворот. Пономарев ищет партнеров. Не сказал бы, что кто-то прям особо активно предлагает себя. Да, ну Фахридинова, конечно же, видел я на пятаке. Но прикрытый он был, закрывал его плотненько там Мухаммед Гареев. А вот наш зоркий арбитр в очередной раз зафиксировал положение игры. Так, Усманов в зону зашел. Есть развитие атаки. Справа Азнаев. Тут же обратный пас хотел сделать на Усманова. Но легкие защитники Транснефти сделать это не позволяют. В частности, Тимур Нуркаев. Но сейчас крупным планом голкипер команды БГК. Самудинов оказывается на подборе первый. Попытался убежать в какой-то такой некий сольный проход, да. Самудинов, но сделать это не позволила оборона Транснефти. Далее Шатунов. Альберт. Вербен, можно бросать, и ой-ой-ой, прям в шлем, да, сейчас Брындину попадает шайба, и, конечно же, наверное, после такого броска
Казалось бы, какой-то другой голкипер будет поправлять амуницию, но нет, это не про Евгения. Что-то вдоль борта. Вербен. Меньше минуты и второй тайм. Неужели мы на второй перерыв тоже уйдем, не узнав, кто же откроет счет в этой встрече? Ну а, дорогие друзья, на всякий случай для такой небольшой затравочки скажу, что по регламенту проведения матчей, в случае, если победитель не определится в основное время, то будет серия после матчевых бросков. Хисамудинов на скорости. В зону зашел, есть первая, нет, на второй перерыв мы уйдем со счетом как минимум 0-1. И как же радостно сейчас, да, празднует коллектив башкирской генерирующей компании хоккейной лиги. Все у меня БГК, БХЛ. Конечно же, башкирской генерирующей компании здесь вдвоем с Вербином разыграли. Желанов Андрей, автор взятия ворот. И мы уходим на второй перерыв со счетом 0-1 в пользу БГК. За 40 минут до окончания второго периода башкирская генерирующая компания создает себе небольшое, но тем не менее преимущество. Разницу в одну заброшенную шайбу. Практически два периода играли мы, дорогие друзья, без взятия ворот. Но вот здесь как-то все-таки ситуация прояснилась. Андрей Желанов, автор момента, и, конечно же, участвовал в розыгрыше Денис Хисамудинов. Транснефть явно не ожидала такого момента, и вот ушли уже на перерыв игроки Транснефти. Ну, явно настроение менее приподнятым, нежели сделали это игроки в белых майках. Увсен чемпион, все по-честному. Присылает нам пользователь. Также еще его коллега, судя по всему, как-то что-то вот такой логин, да, как это говорится в интернет-ресурсах, также пишет, что чемпион Увсен. Ну, давайте, дорогие друзья, не будем делать преждевременные выводы. Да, мы, конечно же, понимаем, что Увсен идет у нас на первой строчке турнирной таблицы, но Транснефть уж больно плотно как-то к ним подкрадывается. И более того, скажу я следующее, что у Увсена 13 игр сыграно, а у Транснефти это 12-я игра. Разница по очкам 35 и 31, и вот как бы здесь не все так однозначно. Я не говорю сейчас ни в коем случае, что Увсен там не чемпион или чемпион Транснефть. Конечно же, нет. Я просто констатирую факт,
что у этих команд они достаточно близко располагаются друг к другу в рамках турнирки. И вот здесь не совсем понятно. Никитов тоже пишет, что Уфсин все равно лучше. Да? Конечно же, Никитов. Лучше всех тот, кого вы считаете лучше. Вот не обсуждается. Усманов. На прошлой неделе, кстати, как у нас Уфсин сыграл, с кем играли, кто расскажет, кто подскажет. С Блеском 5-0 сыграл на прошлой неделе Уфсин. Тагиров, Репш, Горбунов отличались. Все по классике. Так, а завтра с кем у нас играет Уфсин? Ага, с Транснефти завтра играет у нас Уфсин. Вот это будет интересный матч, да. В Транснефти меньше игр, вот как раз там была одна из несыгранных с Транснефти. И предполагаю я, что сейчас, наверное, подсматривают какие-то хитрые комбинации в теории, которые Транснефть может проявлять по ходу встречи. Болельщики и игроки Уфсина, чтобы завтра быть во всеоружии, так скажем. Но интересная, да, будет битва у нас не завтра, 3 числа, конечно же, воскресенье. В принципе, уже пятница у нас, 20 минут 11, практически через 1,5 часа уже можно будет сказать, что матч Транснефти и Уфсин состоится завтра. Но мы пока же играем в рамках встречи Транснефти и БГК. И здесь тоже разворачиваются интересные события. Репш играет у Уфсина. Уфсин сейчас разминается, да, я правильно понял, Никитос? Вы так пишете? Ой-ой-ой, здесь ответка от Транснефти! Не видели мы 2 периода взятия ворот, и сейчас Роман Прохоров как-то, ну, давайте честно, развеивает, да, эту тоску в плане взятия ворот от Транснефти. Ну, как обыграл здесь классно Подгайнова. Посмотрим еще раз ракурсом, примерно таким же, как видел эту картину Дмитрий. Но, конечно, мастерски здесь мастерюга Роман Прохоров, мастерюга еще тот. Репч. Случайно забили. Ну да. Репш. А вот, кстати, потом написали. Вот смотрите, да, по поводу фамилии, как интересно же в чатике. Вот один пользователь пишет, что так, Репш. А другой пишет, что Ще на конце. И как бы здесь разница все равно. Поэтому доверяй, но проверяй. Так, Никитос писал, что Уфсин сейчас разминается и готовится к воскресному матчу с командой Транснефти. И помимо этого еще подсматривает за текущей игрой. Здесь как бы свои ворота сейчас не привезли игроки БГК. Хабиров уж очень действовал. Опасно, что ли, так скажем. 11 минут, счет 1-1. Третий период. У кого остается интрига? Ну и скажу честно, что давно вот после матчевых бросков я не видел в БХЛ. Конечно, да, не часто это бывает, но в целом тоже интересный формат. Как говорят, конечно, лотерея, но вот посмотреть. Было бы интересно. Герасимов бросает Подгайна на месте. Самудинов. Если бы забил сейчас Денис, тоже бы написали, что случайно. Но в своей манере, да, Хисамудинов один берет игру на себя, обыгрывает защитника.
И где-то уже на подходе, в районе так называемых, насколько я помню, в хоккее называются они, усы, да? С левого уса, можно сказать так, бросал сейчас Хисамудинов. Так, какой-то момент здесь, да, остался неясный. Арбитры советуются. И что? Пойдут смотреть повтор? Ну, бытует мнение, да, что там гол забили с положения вне игры. Вот, но, типа, где будут смотреть сейчас повтор на нашей трансляции? Интересно. На телефоне, да. Это ВАР у нас. Видео ассистент рефери. А, нет, я понял, в подножку, да, рассматриваю. Все понятно теперь. Так, пока арбитры смотрят повтор этого момента, мы как бы тоже, да, немножко прервемся, послушаем, может быть, что-то подслушаем даже там секретно. Покадровый практически на повтор показывают операторы. Как все у нас, да, на высокопрофессиональном уровне. Съемка Башкирской хоккейной лиги тоже подчеркивает ответственность организаторов, что любой спорный момент можно рассмотреть. Я так понимаю, сейчас обратились игроки. Станислав Коркин пишет, что Транснефть катнет УФСИН. Чувствую, я будет сейчас жарко у нас в чатике. Ну чё, Никитос, как думаешь, качнет Транснефть УФСИН? Признавайся честно. Не было, говорит, ничего. Так, мы переносимся на точку вбрасывания, продолжаем играть дальше, все на месте, формат 5 на 5, 9:30 до окончания третьего периода, счет 1-1, Транснефть и БГК. Капитан подъехал к арбитрам, Герасимов. После нельзя. Хисамудинов. Вербен. А вот интересно мне, кстати, то есть сейчас арбитры посмотрели повтор, как бы, да, но на телефоне посмотрели. Может быть, все-таки там же ноутбук стоит у кого-то из, так называемых, секретарей, да, матча. Может быть, все-таки можно было посмотреть на ноутбуке и как-то побольше картинка в теории. Транснефть в падении. Как сейчас ловко пытался, да, у нас Прохоров пойти на дубль. 8 минут. Счет ничейный. Интрига сохраняется. Хисамудинов вступает в борьбу с Прохоровым. Два титана встретились возле правого бортика. Но пока Хисамудинова вижу шайбы, пока на нему и здесь рикошет. Вербен. Денис. Обратный пас на Вербена.
Смотрим повтор момента. Входит в зону Лебедев. Тут же сталкивается с препятствием. Видимо, Ратознаева. И, собственно, теряет равновесие на этой непрекрасной для себя ноте. Но атака в любом случае прерывается. Так, шайба за воротами. Шатунов пытался... Казаков. Хабиров пытался на Казакова отдать, но все неоднозначно так было в том моменте. Здесь борьба у нас за контроль шайбы. Остается Шатунов теперь уж точно. Владел игровым снарядом. Оставили одного защитника. Вчетвером пошли вперед игроки Транснефти. Но 6 минут до окончания. Счет ничейный. И, наверное, ни один из коллективов, я уверен, что не хочет переводить эту игру в серию после матчевых бросков. И, конечно, будут до последнего топить за то, чтобы в основное время как-то выявился победитель. Тагиров какой-то секретный прием он сейчас продемонстрировал, но в итоге шайбу потерял. Казаков вдоль борта. Обменялись, да, Пономареву отдал, только вот Пономарев играет за Транснефть. Я вижу ваше сообщение, вот пользователь все по-честному, кто пишет, ну, наверное, не знаю. Пересмотрите момент. Лебедев. То есть оно где, да? Сделайте вывеску. Отправьте судьям. Устройте одиночный пикет. Ну как еще повлиять на эту ситуацию? Честно, не знаю. Четыре минуты до окончания этого матча. А вот единственное, что с победителем здесь пока не все так однозначно. Второе и третье место в турнирной таблице занимают команды. Мы уже об этом говорили. Но вот, согласно статистике, если так посмотреть издалека, то, конечно, Транснефть выглядит по цифрам посерьезнее, да, как коллектив. Но сейчас мы видим, что на льду на данный момент плюс-минус равные команды. Счет нам это подтверждает. По показателям таким, как броски и процент владения игровым снарядом и его реализация. Я думаю, цифры также примерно равные. Вот что сегодня с Транснефтью или наоборот? Что на обед ели игроки БГК, сказать я, честно говоря, не могу. Смотрим еще раз за моментом. Здесь удаление будет в составе Транснефти. Зарабатывает его на себе Олег Пихенько. А вот отбывать его ушел Тимур Тагиров. Тоже один из топчиков из состава Транснефти за 3 минуты, который остается в меньшинстве. И тайм-аут берут БГК. Давайте немножко прервемся. Команда БГК делает 30-секундный перерыв. За подножку малый штраф наказан Тагиров Тимур, номер 21, команда «Против Сокол». Две с половиной минуты до окончания третьего периода. Счет равный. Вчетвером остается Транснефть. И сейчас будут прикладывать все усилия
для взятия ворот игроки башкирской генерирующей компании. Бросок дальний Хисамудинова на рикошете уже пытался добить все это дело Желанов. Поправка. Вот. И по-прежнему контроль шайба стоит за белыми. Хисамудинов все силы максимально возможно сейчас брошены белыми для того, чтобы все-таки как-то принести ряд неудобств сопернику, а если повезет еще и забить гол. Но пока вынужден откатиться в свои владения. Хисамудинов аккуратно раскатывается. Партнеры ждут, пока Денис аккуратно едет в зону. Вчетвером контроль за шайбой. Над шайбой Дениса в полном порядке. И здесь, может быть, быстрая контратака будет от Транснефти. Прохоров забивал сегодня, но пока в этом моменте дубль оформить не смог. Да и более того, до синей линии даже практически не доехал. Что там говорим. Минута. Но будут броски после матча или нет? Ой-ой-ой, неудобный. Лебедев. Подгайный отражает. Браво. Сейчас, конечно, большая ответственность на голкиперов. И вот, в частности, в зоне БГК, когда на Подгайном Галиулин. Хисамудинов. Перехват в исполнении Транснефти. Казалось, 2 в 1 сейчас. Нет, защита на месте. У БГК подключается к атаке и Тагиров, который вышел у нас только что из штрафного бокса. 20 секунд. Буквально последние атаки. Подгайный фиксирует. Время остановлено. Да, по регламенту время чистое. Ну, 16 секунд. То есть, что у нас здесь? Транснефть разыгрывает, оставляет контроль за собой в зоне БГК. Наносит бросок. Забили, не забили. Или берет БГК шайбу и, допустим, быстрый Хисамудинов в контратаку устремляется. Точнее, в быструю атаку. В сольном проходе забивает. И БГК забирает матч. Непонятно пока. Очень уж мало времени, то есть фактически 1 атака или максимум 2 мы можем с вами наблюдать. Но вот какую-то секретную схему сейчас обсуждает наставник команды Транснефть Урал. Сергей Сергеевич Емеля. — 16 секунд. Счет равный. Шайбу требуют болельщики. Герасимов на точке вбрасывания. Хисамудинов. Все лучшие силы брошены у коллективов. Знаев, судя по всему, не убежит уже здесь. 5 секунд. Надо бросать Транснефти. Возможно, сейчас Подгайный. Да, дорогие друзья, серия после матчевых бросков нас ждет, но после минутного перерыва. Для определения победителя назначается серия после матчевых бросков.
Серию бросков начинает команда БГК. Шайбу забросил Прохоров Роман. Шайбу забросил Константин Фенец команда БГК. Шайбу забросил Леонид Сергеев, номер 18, команда